Девам этеміз урметлі достлар, ве аңлағаныңыз КБ студиямызда тамамшымды Мирахлы бір субет олажақ, ижади мевзу тамамшымды яңғыражақ, ве ұмытетем ки ербірше көрінмесе де шымды сіз ербіршені мұтлаға көрежексіңіз. Чоқлав, ама мен білесем енді мевзуға да кешмеге керектір. Әлбетте, бізім мұсафірлерімізні тақдим етмеге ашықамыз. Бізім студиямызда Февзи Якубов адына Қырым Мойындеслік педагогика университетінің музыкаль-инструменталь кафедрасының студентлері ве айны вақытта Селсебил ансамблінің чалғыжылары Анифе Дерман, Медине Мамбетова ве Лейля Халилова. Селям алейкум, хош келдіңіз студиямызға. Как настроение? Отлично. Как началось утро? Тяжело началось утро. Не привыкли рано просыпаться. У музыкантов, значит, утро начинается немножко позже. Да, Просто поздно утро, засыпаем. Да, обычно в 9:40 к оркестру. Ага. Да, у нас так. А я думал, у вас расписание, как во всех университетах, с 8 утра вы уже в университете. У кого с 8 утра, у кого нет. Так. Кому-то повезло больше, Да. кому-то меньше. Ну, сегодня, так сказать, вам повезло, наверное, чуть меньше, потому что пришлось просыпаться рано. Ансамбль Сельсибиль, хотели бы немножко подвести, наверное, итоги уходящего года. Как вообще сложился для вас, для вашего ансамбля этот год? Этот год был сложным, наверное, для всех. В первую очередь было очень непривычно дистанционное обучение, но мы старались, конечно, добиться какого-то результата. Ну, я думаю, что у нас это получилось, как для первого этапа этого обучения. Лиля, вы студентка первого курса, следовательно, в ансамбле Сельсибиль совсем недавно, да? Расскажите, как начался творческий путь в коллективе? Я вообще давно хотела связать свою жизнь с музыкой, и отучившись в музыкальной школе, я очень хотела попасть к Зареме Базеевне. И сдавала экзамены, готовилась к поступлению, ну и так получилось, что я поступила. И Ну, поступить это одно, а попасть в ансамбль попасть, это да. уже немножко другое. в ансамбле я начала играть сразу, как пришла в университет. Конечно, выступлений еще как таковых не было, так как карантин. Но мы, конечно, изучаем уже новую программу и готовимся к выступлениям в будущем. Самое главное. Хызлар, вы уже более, так скажем, старшие курсы. Какие курсы представляете? Я на 2-м курсе магистратуры, уже последний год. Я на 4-м. Магистратуры? Нет. Я просто представил 4 года магистратуры, что это такое. Все-таки были ли какие-то, возможно, мероприятия, либо все-таки вот конкурсы, которые проходили вот тоже в дистанционном режиме? Проходили ли что-нибудь такое? Были, да. Недавно у нас появился наш диплом «Первое место» за конкурсе «Парижские звезды». Вот. Также участвовали солисты, и, конечно, известный всем скрипач Рустем Кутмементов, он сейчас тоже наш студент. Вот. И помимо ансамбля он тоже занял хорошее место. Медине, и тем не менее, вот как мы говорим, да, что сложный год, мероприятий практически нет, но все-таки была возможность показать свое творчество, да. Расскажите, на каких мероприятиях выступали? Все-таки при университете какие-то мероприятия проходили, мне кажется, для студентов? Насколько я помню, если мне не изменяет память, то нет. Потому что мероприятия даже внутри университета сейчас строго под контролем. Учитывая ситуацию, я думаю, это правильное решение. А вот как для вас лично был этот год? Все-таки это было ли скучание по сцене, или все-таки возможность отдохнуть, выдохнуть? Мы очень скучаем по выступлениям, потому что это уже как наша обычная повседневная жизнь. Нам непривычно. Вот как вы каждый день приходите на свою программу, так для нас уже эти выступления по 2-3 свадьбы за вечер, утром что-то там. Очень не хватает. Просто я вам так скажу, мы, в принципе, 5 лет в режиме дистанционно с людьми общаемся. Как к работе вот вы относитесь, так же ответственно мы относимся ко всем мероприятиям. Да, конечно, грустно, что сейчас так. Надеемся, что все скоро пройдет. Будем верить в лучшее.
Ну, это самое главное, потому что мы сами с нетерпением ждем, потому что у нас тоже есть такие моменты, да, это концерты, вот Конечно, даже да. новогодний концерт, который пройдет, вот, ну, к сожалению, без зрителей. Кстати, который Без можно будет живых посмотреть зрителей, да? 31 декабря на телеканале Милит. Ладно. Лиля Ханом, расскажите, как все-таки привыкание к коллективу, это все-таки где-то сложно, где-то кому-то легко, кому-то нравится все-таки играть одному сольно, да, кому-то нравится, наоборот, в коллективе. Как вот произошло вот все вот это вот, потому что на первом курсе сразу уже состоявшийся Да. коллектив и Зарима На первом Базировна. курсе, как правило, студентам в принципе сложно, потому что идет адаптация, новый университет, новый коллектив. А здесь, кроме вот этого вот этапа, еще и адаптация в новом коллективе. Ну, меня творческом. очень тепло встретили в ансамбле, и я не почувствовала себя новенькой там. Конечно, то, что сразу нужно выучить программу, это сложно, но мне кажется, это все возможно. И для каждого скрипача очень важно, мне кажется, побывать в таком ансамбле, поучаствовать, потому что это большой опыт. Да. О новой программе сказали, что вот изучается новая программа. Все-таки готовитесь ли сейчас к чему-то? Готовимся к будущему. Так, небольшое, да, вот так просто вот к будущему готовиться. Планы наполеоновские, я так понимаю. Ну, на самом деле, надежда, да, то есть главное, чтобы она не угасала. А сколько времени проводите, вот, репетируя новую программу? В принципе, сколько времени уходит на изучение новой программы? Времени уходит много, но должно уходить еще больше. Мгм. Дома репетируете, дома что-то играете? Да. И так что-то просто не уверен. Только не отвечает, да? Ну, на самом деле, наверное, сейчас нужно передать привет, да, Зариме Базировне. Жалко, что ее нет сегодня утром, но мы надеемся, что в следующий раз она тоже присоединится. И, кстати, в следующий раз мы ждем вас всем коллективом, да, потому что мы надеемся, что к тому времени уже можно будет приходить всем коллективом. И, конечно же, в нашей студии мы будем ждать от вас какого-то музыкального сюрприза. С радостью. Да, Чох Саланс. Что бы вы хотели пожелать всем телезрителям? Анифа Ханым? В первую очередь, я думаю, все этого сейчас хотят, чтобы настало время такое, которое оно было до этого. Я не знаю, как еще. Ну, вот так вот. Чох Саланс. Здоровье. Это главное, Да, конечно. это сейчас самое главное, как, в принципе, и всегда, но Да. сейчас это как никогда. Ну, в нынешних реалиях все поняли, Да. что это самое главное, действительно. Лиля Ханум. Ну, я желаю всем в новом году удачи и успехов, и чтобы все мечты достигались и сбывались. Чох Саланс. Ну и, конечно же, Зарима Ханым, сізге де sıcak selamlarımız бар. Yani böyle gibi güzel nesilni o'sirasınız ve elbette Kırım'da daha çok kemaneci ustaları yani olsun elbette. Çok sağ olunuz kelgeniniz için sizge hayırlı günler elbette ve erdayım stüdyamızda bekleyimiz. Sizге de Құрметті достар, yayınımızın nefbetteki kısmı sizin dikkatіңізге layıktır. Beraberlikte seyretemiz.